2024 жылдын 15 iyul Акбура дарыясынын жээгинде накануне в городе Оши, Карасуйском районе, из-за проливных дождей уровень воды в реке Акбура поднялся, затопив центральный рынок и места отдыха. В результате наводнения на базе отдыха Моль-Булак в селе Тулойкон паводковые воды смыли 4 человек. На данный момент поисково-спасательные работы, ликвидация последствий наводнения продолжаются в усиленном режиме. Сегодня 350 человек были задействованы в поисках 3 женщин, пропавших без вести из-за наводнения. Отметим, что всего унесли селевые потоки 5 человек. Вчера в селе Шахронсой Андижанской республики Узбекистан была найдена мертвая девочка 2008 года рождения. Кроме этого, в 11:30 тело женщины обнаружил спасатель Алтынбек Исабеков на реке Акбура. На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются. В настоящий момент идет работа по 2 направлениям. Первое направление по ликвидации последствий Карабулакского района в селах Мады, Датка и Башбулак. Идет расчистка местности. В общей сложности были затоплены 642 дома. Кроме этого, 9 соцобъектов были повреждены. Что касается в городе Ош, были затоплены 146 домов. 1 соцобъект был поврежден. Сейчас идет усиленная работа по очистке данных мест. Со стороны МЧС были задействованы более 274 сотрудника. Второе направление – это спасательно-поисковые работы. Точнее, 350 человек работает в усиленном режиме. 170 из них сотрудники МЧС. Из них кинологи и водолазы. Сейчас идет поисковые работы в реке Акбура. В тот же день, 18:15, в результате дождя были повреждены 10 домов на участках аэропорт Орукзар, села Актатыр Баткенского района и 4 дома на участке Учдебе, села Аксай. Также в жилых помещениях сел Чаувай, Кадамджайского района, Бешкент, Лейлекского района, куда поступают паводковые воды, восстановление подвалов и внутренних желоб. Также в ликвидации последствий паводка задействована специальная техника. В Чуйской области также есть опасные районы, где возможны селевые катастрофы. Соответствующие органы проводят профилактическую работу в усиленном порядке. На данный момент в районах Кемин, Чуй и Сыкотинском районе фиксируются селевые потоки. Проводятся профилактические меры по предотвращению сотрудниками и других органов. Стихийные бедствия непредсказуемы, поэтому каждый гражданин, особенно жители опасных районов, должны застраховать свое жилье, говорят специалисты. Последствия стихийных бедствий, те, которые застрахованные дома, мы выплачиваем именно те суммы, которые говорится у нас в правилах. 1200 сомов – это городская местность, примерно выплата до 1 000 000 сомов. А если сельская местность, 600 сомов, выплата примерно до 500 000 сомов. И я, пользуясь случаем, хотел бы попросить именно жителей Чуй, Бишкек, Чуйской области и город Бишкек, чтобы застраховали свои жилье. Стихийные бедствия никогда не приходят подсказавших. Отметим, что с начала весны случаи наводнений произошли в 14 районах Чуйской области. На месте сотрудники МЧС и коммуникации своевременно провели ликвидационные работы. Айсло Мурзакова, Эсенбек Усенов, УТРК Чуй. С 8 по 14 июля текущего года по предварительным данным выявлено 22 046 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Кыргызстана. Из них 282 за управление транспортными средствами без соответствующих документов, 260 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 63 незаконное затемнение стекол автомобиля, 852 за нарушение ПДД с участием пешеходов, 3418 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, 9 случаев автохулиганства, 5388 случаев превышения скоростного режима, 2 факта управления транспортным средством с подложными госномерами. Кроме того, выявлены 611 фактов нарушения других правил дорожного движения, 1603 автомашины водворены на штрафную стоянку.
В настоящее время малоимущие граждане имеют возможность улучшить свое благосостояние, воспользовавшись государственной поддержкой в форме социального контракта. Сегодня 146 семей из Аламедунского района получили по 100 тысяч сомов от государства для реализации своих бизнес-проектов. 39-летняя Асель Мурсалиева, жительница села Арашань Чуйской области, получила 100 тысяч сомов от государства и реализовала свою мечту. Сегодня она успешно занимается кондитерскими изделиями и планирует выйти на большой объем. Я очень люблю делать кондитерские изделия. Сегодня в планах посредством денег социального контракта в планах удвоить объем работы. Мне в этом помогает муж. У меня есть 3 детей, один из которых болеет. Этот проект – хорошая поддержка для граждан, которые хотят работать, но нет начального капитала. В Чуйской области более 2000 семей вышли на доход посредством социального контракта. Многие из них сегодня успешно продолжают свое дело в животноводстве, растеноводстве и швейной отрасли. Бардық қолдардан келсінше жақыр үй бүлелерге жардам беріп жататтар. Жана ошондой эле сиздерге да чоң рахмат, бакубат жашоо. Для развития семьи своей, для развития бизнеса. Ушул соцконтракт негизинде биз алып чеке бизнес баштаган жатабыз. Мал, кой алабыз. Койду алып көбөйтүп, буюрса ушул ийгиликтер жаратабыз деген ойдомун. Ошону жардам берет. Эми ошого татыктуу кылабыз. Иштетебиз. Арашан кою менен иш алып барып көрөйүн деп атам. В Аламедунском районе в прошлом году 33 участника реализовали свои бизнес-проекты. Одна из них, Алмагуль Джантемирова, уже год успешно ведет свой бизнес по выращиванию клубники сорта Миценова. По ее словам, такая поддержка от государства дает колоссальную помощь гражданам, которые хотят выйти на хороший доход, обеспечивая и других граждан работой. В прошлом году посредством социального контракта я начала бизнес. Взяла особенный сорт клубники, начала выращивать и вышла в этом году на доход. Кроме этого, обеспечила работой более 6 человек. Социальный контракт позволил мне улучшить свою жизнь и обеспечивать себя и дочку. И в этом году при составлении социального контракта мы рассматриваем те семьи, которые нуждаются в активной помощи. Не только, если до этого была более иждивенческая направленность, то в это 3-й год подряд мы уже эту помощь оказываем как социально-экономическую активную помощь. Потому что главное не дать рыбу поесть, а надо дать удочку, чтобы могли сами ловить рыбу. Да. В этом плане я думаю, что все наши районные отделы социальной защиты, а также местные органы власти в этом плане активно сотрудничают в выявлении тех семей, которые нуждаются именно в такой помощи. Напомним, в этом году будет выделено 23 тысячи квот для граждан республики. Из них 20 тысяч будет выделено из государственного бюджета, а 3 тысячи из Всемирного банка. Отметим, семьи получают 100 тысяч сомов на открытие и развитие малого бизнеса, но при этом ограничиваются в правах на получение пособия үй бүлөгө көмөк на 3 года. Мурат Жулукеев, Эсенбек Усенов, УТРК, Чуй. Через несколько дней это будет самое большое клубничное поле в Жаилском районе. Сейчас на 20 гектарах земли выращивают 5 сортов клубники. В осенние месяцы площадь также будет расширена и клубника будет посажена на 200 гектарах. В
зависимости от сорта клубнику можно выращивать в соответствии со временем созревания. Например, прошло 15 дней с тех пор, как эти саженцы были посажены. При правильном уходе можно получить урожай через 1 месяц. Альбион бар, Портова деген сорттар бар. Здесь есть клубники сорта Альбион. Как вы заметили, саженцы начали цвести. Когда они до 80% расцветут, мы обрежем цветы. Их корни окрепнут, и в течение 1,5 месяцев получим урожай. 15 күн içinde гүлдөп калган, эми булар 80% гүлдөгөндөн булар гүлдөрүн кыркып коебуз. Чтобы клубника была урожайной, необходимо своевременно вносить удобрения, проводить обработку от насекомых, вредителей и, самое главное, правильно поддерживать и контролировать влажность. Мисалга биз арык менен сугара турган болсок, Если мы поливали бы с помощью канавы, то, во-первых, нужно было бы большое количество воды, а во-вторых, мы не сможем дать нужные удобрения каждому саженцу клубники. өзүнө бере албайбыз. Капельное орошение имеет преимущество не только в повышении урожайности, но и в экономичности. Для орошения 20 гектаров земли построены 3 бассейна. Каждый из них наполняется примерно 1000 кубами воды, которые после фильтрации и очистки выпускаются на растения. 1000 кубка жакын суу, буну Мы набираем 1000 кубов воды. Во время сильной жары этой воды нам хватает где-то на неделю. Из-за того, что наша земля находится в начале канавы, воды у нас достаточно, и есть специальные фильтры, с помощью которых мы очищаем воду. обычно суу таза эле келет, азыр кичине булганыч болуптур. Клубника, отличающаяся особым вкусом, сочностью, терпким запахом и длительным сроком хранения, в основном поставляется на экспорт. Фрукты и овощи, вывозимые из Кыргызстана, должны быть настолько высокого качества, чтобы завоевать свое место за рубежом и получить высокие цены. Бизде биринчиден местный Наши местные клубники очень вкусные и сочные, но они мелкие и не подходят для экспорта. Для экспорта мы выращиваем клубники высшего сорта, делаем упаковки и продукт по нормам мирового стандарта. Я хочу выпустить продукт, который соответствует всем критериям, а также имеется документ, что мы используем только биопрепараты. стандартка жооп бере тургандай. Отметим, в последние годы в стране значительно увеличилось производство клубники. Хотя некоторые говорят, что цена упала по сравнению с прошлыми годами, но труд тех, кто сажает клубнику, не может быть неоправдан. Если бы фермеры перешли на сохранение качества, спрос из-за границы намного вырос бы. Соответственно, цена также остается стабильной, и есть большая вероятность, что усилия окупятся. Айкен Муратбекова, Самаган Таирбеков, УТРК Чуй. В Кыргызстане сегодня начался отбор и зачисление абитуриентов в высшие учебные заведения. Как сообщили в Минобразовании, отбор и зачисление абитуриентов в вузах Кыргызстана по итогам общереспубликанского тестирования на 2024-2025 учебный год будет проведено в 5 туров. Первый тур проводится с 15 по 20 июля. Регистрация абитуриентов для участия в конкурсе 15-17 июля. Завершение регистрации для участия в конкурсе 17 июля в 14 часов. Третье – размещение списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению до 10 часов 18 июля. Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленному в вузу с 18 июля до 16 часов 20 июля. В Кеминском районе прошло значимое событие – встреча представителей 7 областей рода Житыген. Мероприятие было направлено на установление новых связей и укрепление дружеских отношений между представителями данного рода. Приехали гости рода Житыген из 7 областей нашей страны. Нашей главной целью является призыв к единству и дружбе целого нашего народа, а также сохранить наш язык, наши традиции. Следует отметить, в селе Кичикемин родились великие люди, такие как Кошой Душеев, Тиалил Садыков и академик Юнус Алиев. Атактуу адамдар чыккан, муну айтып кетсек, мына Кошоев, Дүйшеев, Тиалил Садыков, академик Юнус Алиев, анан 9 академик чыккан, да? Встреча проходила в теплой и дружеской атмосфере. Гости обменивались опытом, находили общий интерес, а также обсуждали происхождение рода Житыген, делились знаниями и историями Кыргызстана, что способствовало углублению понимания
поколения осознание общих корней. Корни рода Жетиген есть на Рене, Валабуке, в Нуакате, в Таласе, в Чуе, в Иссык-Куле, а также в Кичикемине. Какая история была у рода Жетиген? По какому пути шли наши предки? Какое наставление, историю прошлое они нам оставили? Мы должны в гармонии и единстве передать будущему поколению, и с такой целью мы все здесь собрались. Следует отметить, у кыргызского народа родоплеменные связи были важнее государственности. Жетиген – родоплеменное объединение, входящее в подразделение левого крыла. Род помогает сохранять и передавать культурные традиции, язык, обычаи и верования. Благодаря этому кыргызы смогли сохранить свои многовековые обычаи. И во времена глобализации этот вопрос останется актуальным. Мы собрались в нашем замечательном селе Кичикемин в первую очередь, чтобы разобрать и запомнить нашу родословную. Это мероприятие мы проводим для будущего нашего рода. Организаторы выразили надежду, что такие встречи станут традиционными. По их словам, это способствует единству и дружбе среди представителей всех народов нашей республики. Ведь знание истории, культуры и традиций кыргызского народа – это большой вклад для будущего поколения к более глубокому пониманию их исторического наследия. Айкен Муратбекова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чуй. В этом году исполняется 30 лет со дня создания Ассамблеи народа Кыргызстана. В связи с этим на местах проводятся различные мероприятия республиканского масштаба. Сегодня турецкая диаспора, проживающая в Чуйской области, провели футбольный матч, в котором приняли участие 8 команд из 14 сел Чуйской области. У нас в этом году, 14 ноября, 80 лет, как мы проживаем в Кыргызстане. И мы в честь 80-летия будем проводить такие турниры. И вот сегодня мы проводим первый турнир. Из 8 команд выиграет сильнейший. Отметим, соревнования проводятся под девизом «Спорт – символ согласия и единства». Они стартовали в Чуйской области. В будущем данный турнир будет проводиться среди народов республики и станет мостом межнациональной дружбы. Мы можем видеть лица нашей молодежи в центре нашей необъятной столицы. Это нас радует, это дает нам импульс для развития дальше. Это в целом это позитивные моменты для нашего народа. Целью сегодняшнего турнира является призыв наших граждан к дружбе, к единству и мирному небу над головой, а также объединить всех турков-ахыска под одним крылом для развития спорта. В настоящее время в Кыргызстане проживают представители более 80 национальностей, которые делают вклад в развитие страны. Мурат Жолкеев, Самаган Дайырбеков, УТРК Чуй.